и отрицательных частиц начали думать, а как же эти частицы расположены в атоме. И английский ученый Томпсон предложил, что очевидно есть положительно заряженная сфера, и вот можно себе представить, как булочку с изюмом. Значит, вся булочка заряжена положительно, да, а вот здесь вот эти изюминки, они заряжены отрицательно. Вот Томпсон предложил первую вот такую модель, что есть положительно заряженная сфера, в которой есть отрицательные частицы. Это была первая модель атома, которая говорила, что атом состоит из частиц положительных и отрицательных. Резерфорд решил это проверить. Ученые вообще недоверчивые, любят эксперимент проводить. Вот малыш видит лужу, а если я топну, что будет? Разлетятся брызги? Так и ученые. Вот разлетятся вот эти вот частицы, которые я пропущу через золотую пластину. А золото обладает уникальным свойством. Его можно раскатать в лист прозрачный, тоньше человеческого волоса. И вот он решил, что если я возьму золотую пластину и пропущу через эту золотую пластину альфа-лучи, то есть положительно заряженные частицы. Ну вот здесь вылетали и положительные, отрицательные. Отрицательные он отвел, взял вот здесь вот положительную пластину, и в положительной пластине пошли отрицательные лучи. И вперед полетели только положительные частицы. Они были названы альфа-частицами. Вот теперь смотрите, альфа-частицы долетают до золотого экрана. А золотой экран из чего у нас состоит? Он состоит из атомов, да? И как предполагал Томпсон, здесь будет положительная сфера. Значит, если положительная частица долетит до положительной сферы, что с ней должно произойти? Она должна оттолкнуться, совершенно верно. Он обнаружил, что вот эти вот альфа-частицы пролетают в основном без задержки, то есть не встречает положительной частицы, пролетает без задержки и вызывает свечение экрана за золотой пластиной.